После вмешательства прокуратуры Чувашии в 2021 году семьям 3 ветеранов Великой Отечественной войны предоставлены выплаты для приобретения жилья. Одним из приоритетных направлений деятельности прокуратуры Чувашии остается защита прав граждан в жилищной сфере. В рамках осуществления надзорных полномочий органами прокуратуры республики в 2021 году принят комплекс мер по обеспечению неукоснительного соблюдения органами государственной власти и органами местного самоуправления жилищного законодательства. В том числе запланированы и проведены проверки исполнения законодательства при постановке на учет и ведение списков нуждающихся в улучшении жилищных условий граждан, предоставление жилья социально незащищенным категориям населения, ветеранам Великой Отечественной войны в рамках реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда. По выявленным нарушениям приняты меры прокурорского реагирования. К примеру, по обращению семьи из Брестского района по вопросу предоставления муниципального жилья прокуратурой в суд подано заявление к администрации городского поселения о предоставлении вне очереди жилого помещения. Решением суда иск удовлетворен, требования исполнены, семье предоставлено благоустроенное жилое помещение. По искам прокуроров Урнарского и Шамуршинского районов защищены права граждан на предоставление жилых помещений маневренного жилищного фонда до завершения расселения из аварийного жилья. Решениями судов на администрации муниципальных образований возложены обязанности по созданию в течение 2 лет указанного жилищного фонда. По обращению жительницы столицы республики по вопросу предоставления освободившейся комнаты в коммунальной квартире в связи с отказом администрации города Чебоксары прокуратурой города в суд подано заявление о признании решения незаконным и обязании предоставить комнату. Решением суда иск удовлетворен, требования исполнены, комната предоставлена. Остаются на контроле органов прокуратуры вопросы обеспечения жильем членов семей участников Великой Отечественной войны. Органами государственной власти допускаются нарушения их прав. Так, по внесенному прокуратурой республики представлению в связи с неправомерным отказом в предоставлении выплаты на строительство либо приобретение жилья Минтрудом Чувашии нарушения устранены. 3 членам семей погибших ветеранов Великой Отечественной войны выдано свидетельство о праве на получение выплат. Гражданами приобретены жилые помещения. В рамках надзора за соблюдением прав граждан при переселении из аварийного жилья прокуратурой Янтиковского района восстановлены права жителей 3 аварийных многоквартирных домов на участие в программе переселения. Установлено, что в связи с ошибочным отнесением к домам блокированной застройки, а не к многоквартирным, в программу расселения дома не включены. По иску прокуратуры района суд возложил на районную администрацию обязанность устранить нарушения. Требования исполнены. В 2021 году дома включены в республиканскую программу расселения аварийного жилья. Работа в данном направлении продолжается. В Алатыре будут судить местного жителя, обвиняемого в убийстве и расчленении своей супруги. Алатырской межрайонной прокуратурой утверждено обвинительное заключение в отношении 30-летнего жителя города Алатырь, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». По версии следствия, 22 декабря 2021 года в дневное время обвиняемый, будучи в состоянии наркотического опьянения, находясь в квартире родственников в городе Алатырь, на почве ревности с целью убийства умышленно нанес своей 30-летней супруге не менее 45 ударов обухом и острием топора в область головы, туловища, грудной клетки, верхних и нижних конечностей. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия. После этого обвиняемый с целью сокрытия следов совершенного преступления отчленил фрагменты головы, органов грудной клетки и брюшной полости, которые сложил в полимерные пакеты и в тот же день, вырубив прорубь, утопил их в реке Сура. По результатам проведенной судебной психиатрической экспертизы обвиняемый признан вменяемым. В ходе расследования обвиняемый вину в совершенном преступлении признал полностью. В отношении обвиняемого судом в соответствии с заключением прокурора избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. После утверждения обвинительного заключения прокурором уголовное дело направлено в Алатырский районный суд для рассмотрения по существу. За совершенное преступление обвиняемому грозит наказание вплоть до 15 лет лишения свободы. В Чебоксарах вынесен приговор жителю Маргаушского района, который в ходе конфликта облил оппонента бензином и поджег. Прокуратурой Чувашской республики поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 37-летнего жителя села Маргауши. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами Д и части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство, совершенное с особой жестокостью из хулиганских побуждений». Судом установлено, что днем 7 марта злоумышленник, находясь в одном из гаражных боксов гаражного кооператива «Северный» в городе Чебоксары, вступил в конфликт по малозначительному поводу со своим знакомым. Причина ссоры –
отказ потерпевшего покинуть гаражный бокс и предоставить ему для употребления спиртное. В дальнейшем подсудимый с целью убийства облил оппонента бензином и с помощью спичек поджег его, осознавая, что указанные действия приведут к мучительной физической боли, испытываемой потерпевшим. В результате произошедшего потерпевшему причинены ожоги 91% поверхности тела, и он скончался через несколько дней в больнице. Подсудимый вину в совершенном преступлении не признал. В ходе предварительного следствия он, не отрицая, что в результате его действий погиб человек, указал, что сделал это неумышленно и возгорание произошло вследствие неосторожного курения. При этом ранее он в шутку брызнул на него бензином. Верховный суд Чувашии с учетом позиции прокуратуры назначил виновному наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года, которые он будет отбывать после освобождения из исправительного учреждения. Суд также взыскал с осужденного в пользу потерпевшего денежную сумму в качестве возмещения морального вреда, причиненного преступлением. Приговор в законную силу пока не вступил. Прокуратурой Цивильского района проведена проверка деятельности общества с ограниченной ответственностью, расположенного в Цивильском районе. Установлено, что в нарушении требований Трудового кодекса Российской Федерации организации не направлена информация о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей в отдел КУЧР «Центр занятости населения Чувашской Республики». По выявленным нарушениям прокуратурой района в отношении генерального директора возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 19.7 КоАП РФ.